Ситуация с заболевшими COVID-19 в Ленске, состояние пациентов. Медработникам, сотрудникам Роспотребнадзора и полицейским 3 миллиона медицинских масок прибыли в Якутию. По 3 основным направлениям, как организован учебный процесс в регионе. Здравствуйте, в эфире новости, в студии Юлия Великодная. Состояние всех больных COVID-19 в Якутии стабильное, кроме одной женщины, проходящей лечение в Якутске. Ее состояние оценивается как средней тяжести, но врачи держат ситуацию на контроле. Были подключения к аппарату искусственной вентиляции легких, проводятся постоянные телеконсультации с ведущими московскими институтами. Об этом сообщил глава региона. Больные из Горного и Вилюйского районов доставлены в столицу республики. По словам Айсена Николаева, по Алдану ситуация стабильная. Круг контактировавших полностью выявлен, а по Якутску до конца не установлены контакты одной из заболевших. По Якутску я просил бы жителей города Якутска соблюдать режим самоизоляции, потому что вот последние подтвержденные случаи коронавирусной инфекции, они, к сожалению, у нас выявлены на уровне уже внебольничной пневмонии, и круг контактов, которые могли быть вовлечены в круг общения больных, он до конца еще не установлен. Здесь поэтому необходимо соблюдать, еще раз говорю, строго режим самоизоляции и все-таки без крайней необходимости общественные места не посещать. В целом хочу сказать, что еще раз хочу сказать, что ситуация у нас под контролем. В общей сложности у нас 36 всего случаев коронавирусной инфекции с начала эпидемии, из них уже 15 у нас выздоровевших. Ситуация с заболевшими COVID-19 в Ленске остается стабильной, новых случаев не выявлено. В инфекционном отделении Ленской ЦРБ находится 12 человек, 8 из ранее поступивших, еще 4 новых пациента доставлены с Чаендинского месторождения. Всего в больнице находится 5 местных жителей и 7 иногородних. У вновь поступивших пациентов взяты анализы на коронавирус, включая 3 сотрудника компании «Газпром» Добыча-Ноябрьск, которые были доставлены с Чаендинского месторождения. И сегодня, конечно, мне непонятно, почему руководство себя так ведет, этих всех вахтовых поселков, этих предприятий, хотя они нас оповестили, что 85 дней у них перевахтовки не будет. Это они нам дали знать, что это было 14, скажем, марта, а до 6 марта они уже начали вахтовый поселок людей вахту менять. Жители Ленска в социальных сетях также выказывают свое возмущение тем фактом, что 26 марта на Чаендинском месторождении была произведена смена вахт, повлекшая за собой завоз работников из различных регионов страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и, как следствие, возникновение крупного очага заражения. К сожалению, своевременно не была представлена информация в оперативный штаб о наличии возможного заболевания. Но сейчас, вот после моих обращений в адрес руководства «Газпрома», руководства правительства Российской Федерации, реакция уже пошла. Как вы знаете, значительная часть людей с подозрением на эту инфекцию была вывезена в Ноябрьск. Там анализы уже сданы, обрабатываются. У части вывезенных уже подтвержден коронавирус. Все въезды и выезды на месторождение уже закрыты. Накануне служба по связям с общественностью компании «Газпром» Добыча-Ноябрьск опубликовала информацию об эпидемиологической обстановке на Чаендинском месторождении. Цитата. «В вахтовом поселке работают 4 медицинских работника. Они внимательно следят за состоянием работников с признаками ОРВИ. При появлении тревожных симптомов совместно с властями Якутии оперативно принимается решение о выводе заболевших в медицинские учреждения. В ближайшее время планируется провести тестирование работников, находящихся на вахте, на наличие COVID-19, говорится в сообщении. Денис Семенов, Виталий Андреев, Ленск. Сегодня единственный регион в стране, где не зарегистрирован ни один случай заражения коронавирусом – это Республика Алтай. Наши корреспонденты связались с якутянами, которые живут в этом регионе, и с первых уст узнали, как там проходит самоизоляция, а также что сейчас происходит в других городах страны. Сегодня самый спокойный по коронавирусной ситуации регион в стране – это Республика Алтай. Здесь, конечно, приняты меры по самоизоляции, закрыты торговые центры. Люди перешли на удаленку, но городской и межрайонный транспорт, например, работает в обычном режиме. На сегодня народ успокоился, жизнь течет обычным чередом, размеренно, паники не наблюдается.
Вроде бы дорогу не закрыли. Говорили, что приезжают туристы, население было возмущено свободным передвижением тех туристов, которые могут приезжать из регионов, где уже зарегистрирован коронавирус. Самолет из Москвы вроде бы летает. А это уже Казань. В столице Татарстана жесткие меры были приняты одними из первых в стране. В республике больше сотни зараженных. Только за последние сутки это плюс 23 человека. Всех прибывающих из Москвы и Петербурга отправляют на самоизоляцию. Введена система пропусков. Это надо отправить СМС по телефону, и получаешь код. Код регистрируется, и ты говоришь, куда ты уходишь, и ты должна указать время выхода. Но я ни разу не пользовалась, потому что для меня нет такой необходимости. И зачем лишний раз подвергать себя риску? А в магазин я хожу прямо к моменту открытия, к 9 утра, потому что пока там все обработано, все чисто. Но к вечеру, конечно, народу много бывает, наверное. Ситуацию в Якутии можно сравнить с Крымом. Здесь на 16 число было зафиксировано 34 случая заражения. Ограничено передвижение между районами полуострова. Но ситуация усугубляется тем, что многие жители Центральной России едут в регион переждать пандемию. Причем не самоизолируются и даже не сообщают о своих передвижениях. Недавно случилась ситуация, мужчина приехал с Москвы, пользуясь случаем, он поехал в Москву на лечение, приехал с Москвы, никому не сказал, обратился в больницу с признаками ОРВИ. В итоге та больница, в которую его положили, больницу закрыли на карантин. Его отправили в инфекционку. Человек умер. Ему было 69 лет. Бесстрашие людей по отношению к этой проблеме вообще сейчас, оно безрассудно. Все мы думаем, что она авось, а может быть, и не заденет, и не затронет. Ну, нельзя так думать. Эксперты постоянно повторяют, что необходимо придерживаться всех мер безопасности. Они могут спасти вам и вашим близким жизнь. И об этом не нужно забывать. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Горно-Алтайск, Казань, Севастополь, Москва. В Якутск доставили партию масок. 3 миллиона защитных средств привезли из Китая. Маски были куплены за счет средств резервного фонда Якутии. Закуплено 5 миллионов масок. Следующая партия ожидается в ближайшие дни. Как сообщили в Министерстве здравоохранения, маски в первую очередь будут распределены медицинским работникам, санитарным врачам, полицейским и сотрудникам Росгвардии по всей республике. Напомним, что до этого в Якутию также прибыла гуманитарная помощь из китайской провинции Хэйлунцзян в благодарность за помощь республике в первые дни распространения коронавирусной инфекции. Значит, сегодня маски поступили у нас, и на этой неделе мы планируем маски распределить по нашим учреждениям. Конечно же, так как у нас будет доставка еще в районы республики, надеемся, что в течение 2 недель мы маски доставим до всех районов республики. Продолжают свою деятельность в условиях распространения коронавируса. Резиденты территории опережающего развития в этом году исполнилось 5 лет с момента вступления в силу федерального закона создания таких территорий. На сегодняшний день на Дальнем Востоке создано 20 торов, из них 2 в Якутии, рассказывает Сергей Михедов. К первому маленькому юбилею торы в нашей республике подошли с по-настоящему большими показателями. Суммарный объем инвестиций по всем проектам превысил 122 миллиарда рублей, 47 из которых уже проинвестированы. Проекты предполагают создание до 10 тысяч рабочих мест, из которых 7 тысяч уже созданы. Наши резиденты производят пластиковые трубы, сэндвич-панели, котлы длительного горения и прочие стройматериалы, асфальтобетонную смесь, кирпичи. Теплица «Саюри» круглый год выдает урожай овощей. На полигоне СВФУ успешно проводятся научные исследования. Резиденты якутских территорий опережающего развития – это в основном представители малого и среднего предпринимательства. Как и весь бизнес, в связи с COVID-19 наши производители столкнулись с ограничениями, например, с поставкой сырья и оборудования из-за пределов России. Приостановлен ряд экспортных контрактов. Остается неопределенная ситуация и с иностранной рабочей силой. Говорить о том, что проекты приостановлены, нельзя, все идет в сроки, не наблюдаем срывов сроков строительства,
не наблюдаем высвобождения персонала, мониторим ситуацию с завозом вахтовых работников. Соответственно, резиденты в свою очередь говорят о том, что готовы воспользоваться предоставленными антикризисными мерами по мере необходимости. Важнейшим навыком в условиях ограничений остается адаптация к новым условиям. Не менее важно найти другие пути развития. Новые возможности предоставляют дистанционные услуги. Отдельным направлением может стать производство дезинфицирующих и антисептических изделий. Наши резиденты выразили готовность производства таких средств, и мы направили свои предложения и собираемся участвовать в программе противодействия эпидемиологическим заболеваниям по линии Минпромторга России. Преодолевая трудности, торы в Якутии продолжают работу и готовы принять в свои ряды предпринимателей. Главное, чтобы идеи были перспективными и актуальными для современных реалий, а с дополнительной поддержкой освоить новое производство будет гораздо проще. Сергей Михедов, Якутск. Продолжается и учебный процесс. По рекомендации Министерства образования и науки Республики обучение проводится по 3 основным направлениям. Подробности у Нургуяны Егоровой. Тема сегодняшнего урока у нас автогенез. Мы будем сегодня повторять. В Намском Улусе в труднодоступных и в населенных пунктах с низкой скоростью интернета организовано обучение в очной форме. В селах Арбын, Фрунзе, Кобякон, Искра, Салбанцы ученики приходят в школу. Но некоторые предметы, например, ИЗО, черчение, технология, физкультура, музыка, проводятся дистанционно. К примеру, Салбанская агрошкола в связи с пассивными работами задействована в полную силу. Не вышли только работники детского сада. Учащиеся учатся по 3 зданиям: здание начальной школы, здание основной школы и мастерской. Уроки проводятся по 30 минут, и во время пребывания детей в школе руководствуемся методическим рекомендациям при очном обучении, соблюдая санитарные нормы. Сегодня по рекомендации Министерства образования Республики школы в процессе обучения применяют 3 направления. Помимо очной формы, уроки проходят в режиме онлайн посредством цифрового образовательного ресурса, а офлайн обучение может проходить с применением компьютера, смартфона без онлайн-участия педагога. Большинство школьников у нас обучается дистанционно, онлайн и офлайн. И лишь 2% школьников обучаются очно. Сегодня мы особое внимание уделяем нашим 9-классникам и 11-классникам. Кроме того, что им приоритетно отдается время для занятий онлайн, также специально для них на НВК САХА проводятся занятия по русскому языку и математике. В Хангаласском Улусе 22 школы используют онлайн-обучение, а 17 – офлайн. В южных наслегах, где нет подключения к сети интернет, и если у ученика отсутствуют технические возможности, все уроки и внеурочная деятельность проходят в режиме офлайна. И первая часть, там, где вы будете сначала делать решение, а во второй части вы будете делать практически, когда исходя из вашего решения. Уважаемые родители и детки, я очень жду ваших работ, которые вы мне постараетесь переслать в течение 30 минут. Тем временем техническое оснащение в Якутии оказалось самым высоким по России. По исследованиям лаборатории медиакоммуникации в образовании Института высшей школы экономики из 22 тысяч опрошенных наиболее продвинутым регионом считается Республика Саха-Якутия. Нургуяна Егорова, Намцы, Покровск, Якутск. Волонтеры Хангаласского улуса присоединились к всероссийской акции «Мы вместе». Добровольцы доставляют продукты, лекарства, помогают в решении бытовых проблем, рассказывает Виолетта Засимова. Волонтерский штаб акции взаимопомощи «Мы вместе» в Хангаласском улусе начал свою работу 24 марта. На сегодняшний день 93 человека на добровольной основе помогают землякам, которым в период эпидемии коронавируса по определенным причинам предписано не покидать пределы своего жилища. На сегодняшний день волонтеры, оказывающие помощь пожилым гражданам и маломобильным, есть в каждом поселении Хангаласского улуса, во всех 18 муниципальных образованиях. В Покровске насчитывается 16 волонтеров. Все они разделены по микрорайонам города. Если заказ поступает, например, с микрорайона Кирзавод или с центра города, то за обработку заявки берутся волонтеры, живущие неподалеку.
И насчет профессий волонтеров, да, все с самых разных отраслей. Например, есть муниципальные служащие, есть учителя, есть медики. И Федерация хангаласского бокса тоже к нам присоединились. Возраст от 20 до 35 лет. Механизм оказания помощи в доставке продуктов или лекарств состоит в следующем. Нуждающийся звонит на номер горячей линии. Оттуда заявку перенаправляют в республиканский, затем в улусный волонтерский штаб. Затем заявку распределяют по населенным пунктам. Волонтеры на местах уточняют детали заявки, позвонив обратившемуся за помощью. Далее закупка продуктов, лекарств или бытовых товаров и бесконтактная доставка. Заказали мы продукты первой необходимости. И к обеду они привезли. Волонтеры молодые, очень вежливые, доброжелательные. Очень довольна работами волонтеров. Это я уже второй раз заказываю. И призываем возрастное население воспользоваться услугами волонтеров. В Махсагалохе зарегистрировано 10 действующих волонтеров и 15 значатся в запасе. Помимо заявок от жителей поселка, волонтеры также выполняют заявки постояльцев социального общежития. За раз оттуда поступает до 10-15 заявок. Забавный факт. Пожилые жители поселка, находящиеся на самоизоляции, при помощи волонтеров умудряются поздравлять друг друга с днем рождения, пересылая через них открытки. А есть у них какие-то специфические требования? Ну, не требования, а просьбы, вот, например, по заявке, да? Ну да, например, газету там привезти или землю. А что это было? Для рассады. Для рассады? Да. Ага. Тоже такие бывают заявки. На сегодняшний день волонтерами Улуса обработано 234 заявки, и эта цифра растет изо дня в день. Стать волонтером акции «Мы вместе» просто. Во-первых, определиться, подходите ли вы под требуемые критерии. Возраст от 18 до 50 лет, хорошее самочувствие, без признаков ОРВИ и высокой температуры, а также без хронических заболеваний дыхательной системы. Во-вторых, если вы отвечаете критериям, подаете заявку на сайте mывместе2020.рф и ждете ее одобрения в течение суток. Помимо этого, если у вас юридическое или психологическое образование, вы можете стать онлайн-волонтером и давать консультации или просто поддерживать в это непростое время своих земляков. Виолетта Застимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. Праздничная пасхальная служба в Градоякутском Преображенском кафедральном соборе пройдет в онлайн-режиме. В Якутске приостановили проведение религиозных массовых обрядов и церемоний в рамках мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Православные верующие смогут увидеть прямую трансляцию пасхального богослужения в эфире нашего телеканала с 23 часов 18 апреля до 2 часов 19 апреля. Вы, оставаясь дома, смотря телевизор, слушая эти благодатные звуки, тоже будете приобщены к пасхальной радости, к пасхальному празднику. Пожалуйста, оставайтесь дома. Это исключительная Пасха, особенная. Оставайтесь дома, совершайте молитву домашнюю и смотрите пасхальное богослужение на канале Якутия-24. Ветеранам войны и тыла, проживающим в Вилюйске, вручили юбилейные медали от главы Якутии, а также специальные юбилейные самовары к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На них изображены воины-якутяне, возвращающиеся с фронта. Такие награды переданы 21 муниципальному образованию. Одной из первых получила 93-летняя жительница Вилюйска Матрена Федорова. Сегодня мы получили от Илдархана подарки для наших ветеранов. У нас их в поселке 3. Еще у нас проходит акция «Армейский чемоданчик», которую осуществляют наши волонтеры. И по приезду домой наши волонтеры, волонтерское движение вручат вместе с армейским чемоданчиком подарки ветеранам тыла, за что мы очень благодарны нашему Илдархану. На этом все. Мы следим за развитием событий. До встречи в эфире.